Вашингтон патрабуе вызвалення палітвязняў, Менск чакае адмены санкцыяў. Гандляванні ідуць за зачыненымі дзвярыма. Лукашенко прызнаваўся журналістам. Я понимаю, что мы не даем больше информации не по-американски. Трамп, он мне чем он нравится, он не дипломат. Он вот как думает, так и говорит. Что там обсуждали с Путиным, он день молчит, потом все это вывалит. Дэталі менскіх перамоваў выдаў спецпасланнік Трампа Джон Коул. Публікацыю ягонага выступу ў інстытуце Маккейна ад 12 сакавіка прытрымалі, пакуль 250 палітвязняў выйшлі на волю ў абмен на частковую адмену санкцыяў ЗША. Коул прызнаў, што падчас свайго першага візіту падыгрываў Лукашэнку, які наракаў на еўрапейцаў. Я прашу прабачэння за лексіку, але я сказаў яму: так, яны купка з цыкуноў, і з гэтага моманту ён быў у мяне ў кішэні. Ён любіць лаяцца, таму ты лаешся ў адказ, і мы выдатна паладзілі. Мы праседзелі 5 гадзінаў, і ён увесь час гаварыў. Пасланнік Трампа летась ужо казаў, што за дзелавым абедам у Менску было шмат гарэлкі. Цяпер распавёў, як амерыканцаў схілялі піць на роўных. Лукашенко падымаецца, вядома, на стале гарэлка і ўздымае тост за прэзідэнта Трампа. Хлопцы з дзярждэпу даюць мне знак: ты мусіш выпіць за яго. Я падымаюся і прамаўляю тост у адказ. І тут пачаліся гэтыя бясконцыя тосты. Калі ён на мяне не глядзеў, я проста выліваў гарэлку на падлогу. Лукашэнкаўскія прапагандысты не акцэнтавалі ўвагу на выказваннях амерыканскага пасланніка. Сярод нямногіх выказаўся дарацца пасланнік амбасады Беларусі ў Расіі Александр Шпакоўскі. Маўляў, Коул не сказаў нічога новага, а ягоны пераможны тон адпавядае аўдыторыі інстытуту Маккейна і палітычным задачам. У ЗША наперадзе прамежкавыя выбары ў Кангрэс, і трампісты сустракаюцца з крытыкай з розных бакоў. У гэтай сувязі сам факт перамоваў з Менскам ім неабходна інтэрпрэтаваць як поспех. Дырэктар нацыянальнай бібліятэкі і дэпутат палаты прадстаўнікоў Вадзім Егін у размове з прапагандыстам Азаронкам высунуў тэзу, што Коул спрабаваў ціснуць на Менск, паколькі перамовы для яго ідуць складана, і назваў выказванні спецпасланніка праяваю амерыканскага снабізму. Президент очень тяжелый для них переговорщик. Это человек, уверенный в себе. Это лидер, которому не от Америки надо что-то, а Америке от него надо что-то. Не ими поставлено. И нужно и его экспертное мнение, и важна позиция Беларуси в регионе, и нужен белорусский калий. Зусім іншыя акцэнты ў прамове Джона Коула пачуў амерыканіст Антон Пянькоўскі. Коул распавядае амерыканскай аўдыторыі пра рэальны стан перамоваў і пра манеру рэжыму іх весці. Яны не купляюцца на гэтую вось гульню, на гэта яго амплуа, на гэтую вось ролевую мадэль, якую ён для сябе прымяняе. То есть гэтага радушнага гаспадара, які там п'е і гэтак далей. Перамовы такого ўзроўню па такім сур'ёзным тэмам, так не ведуцца. Вось. І тое, што гэта падкрэсліваецца, гэта просто кідаецца в вочы, яны бачаць, што гэта ненармальна. Вашынгтону цікавыя канкрэтныя крокі Лукашэнкі ў абмен на канкрэтныя саступкі і нічога лішняга. Нават крытыку беларускай апазіцыі амерыканскі бок спрабаваў сцішыць, каб не заміналі працэсу, узгадваў Коул. ЗША таксама далі Лукашэнку ведаць, што сочаць за ягонымі інтэрпрэтацыямі і хлуснёю адносна перамоўнага працэсу. Чтобы не заподозрили потом меня, что я врал или где-то что-то там вилял, крутил и так далее. Падчас сустрэчы з прапагандыстамі Лукашенко заяўляў, што першая лэйдзі ЗША звярнулася да яго па дапамогу ў вяртанні з Расіі вывезеных украінскіх дзяцей. У інтэрв'ю Breitbart News Меланія зняпраўдзіла гэтыя словы. Сцверджанне спадара Лукашэнкі пра тое, што я звярталася да яго па дапамогу у сувязі са спробамі аб'яднаць украінскіх і расійскіх дзяцей з іхнымі сем'ямі, ёсць і лжывым, і беспадстаўным. На сённяшні дзень усе перамовы і ўзаемадзеянні ў гэтай справе вяліся выключна маім упаўнаважаным прадстаўніком і мною асабіста, наўпрост з украінскімі і расійскімі афіцыйнымі асобамі. Унутры Беларусі ці для аўдыторыі так званай постсавецкай прасторы беларускі ўзурпатар неаднаразова выдумляў ці хлусіў дзеля фармавання свайго палітычнага іміджу. У стасунках з ЗША такія фэйкі могуць мець адваротны эфект. Пра хлусню Лукашэнкі даведаўся ўвесь свет. Дональд Трамп і амерыканцы гэта на бягучы момант ледзь не адзіныя
такі буйны ўрад, які гатовы размаўляць з Александром Лукашенко. Ну, калі мы там не бярем Кітай і Расію, з якімі час ад часу таксама складаныя стасункі. І пэўная іерархія, хто ў гэтых стасунках галоўны, хто можа себе штосьці дазваляць, а хто не можа себе дазваляць. Я лічу, што Александр Лукашенко дакладна разумее. Прэсавая сакратарка дыктатара Наталья Эйсман заявіла, што ўжо сёлета Лукашенко можа асабіста сустрэцца з гаспадаром Белага дому. А вось той жа Джон Коул пакуль з асцярожнасцю кажа пра такую сустрэчу. Маўляў, наперадзе яшчэ шмат працы. Юлія Тельпук, Белсат. Александра Філіпенка, палітолог, амерыканістка з намі на відэасувязі. Александра, добрый вечер. Дзякуй вялікі, што далучыліся да нашага эфіру. Спасибо большое за приглашение. Скажите, навошта Джон Коул увогуле агучваў всю гэтую інфармацыю пра гарэлку і пра гэтыя закулісныя перамовы? Бо, напэўна ж, ведаем пра тое, што Лукашенко можа псіхануць, можа разлавацца, гэты трэк па вызваленню палітвязняў можа хутка скончыцца. Ваше меркаванне? Ну, все-таки мы видели, как разные спецпосланники Дональда Трампа, и те, которые отправляются в Россию, и те, которые отправляются в Беларусь, постоянно привозят какие-то невероятные истории, как раз про замечательные встречи, как их встречают. Ну, вот кто-то рассказывает про чебуреки, кто-то про горилку, но действительно, собственно говоря, здесь есть такое поле для обсуждения. Но это все, конечно, пыль, такая пыль, туман, который напускается в связи с различными визитами, в связи с различными встречами. Но сама основа, само содержание этих встреч, конечно, очень далеко от тех прекраснодушных заявлений, которые параллельно делаются. Ну вот как все прекрасно друг к другу относятся, как все просто, счастливо встречаться буквально. Вот именно это послание нам передают постоянно. Но вот что внутри, что в подтексте находится, вот это, конечно, гораздо важнее. Наверняка Дональду Трампу и Белому дому передаются в мельчайших подробностях абсолютно все, каждая секунда этих встреч. Но цели, другое дело, что цели здесь несколько иные, нужно сказать, и нужно отдавать себе в этом отчет и честно об этом говорить, что, конечно, для Дональда Трампа цель освобождения политзаключенных – это не главная цель, это бонус, это дополнительный бонус, который происходит и который заносит Дональд Трамп и его администрация, скажем так, в актив Дональда Трампа, в список тех дел, которые приближают его, там, я не знаю, к Нобелевской премии мира или к какому-нибудь еще гуманитарной награде какой-то мировой. Но в любом случае для Дональда Трампа это скорее все, что касается политзаключенных, все, что касается освобождения людей, это скорее дополнительный бонус, который он получает в связи с общением с Александром Лукашенко, в том числе. Нужно сказать, что администрация Трампа неоднократно показывала и говорила и на протяжении первого срока, и на протяжении второго срока, что отношения нужно выстраивать абсолютно со всеми лидерами всех стран, даже если это диктаторы, даже если это такие рокетмены, как, например, Ким Чен Ын и так далее. Тем более, кстати говоря, особенно, мне кажется, важна в этой связи встреча Александра Лукашенко с Ким Чен Ыном и все эти подарки в виде автоматов. Это все действительно очень важно, потому что ведь Дональд Трамп изначально выстраивал отношения с Северной Кореей, которые сейчас абсолютно разладились. Так что здесь нужно сказать, что действительно подтекст гораздо важнее, чем то, как благостно описываются эти встречи и на государственном пропагандистском телевидении, и в США тоже. Калі Джон Коул кажа, што Лукашенку напужалі падзеі ў Іране і Венесуэле, што яму трэба быць вельмі асцярожным, каб не сядзець за адным сталом з кепскімі хлопцамі, што гэта на практыцы значыць? Это, конечно, такое тоже очень дружеское, очень осторожное предупреждение в том числе. С одной стороны, США хотят предупредить, что, действительно, конечно же, Александр Лукашенко волен действовать так, как он считает нужным, но все-таки нужно прислушиваться к тем сигналам, которые идут из Вашингтона. Поскольку мы понимаем, что Вашингтон
имеет свое представление о том, какую роль Александр Лукашенко играет в войне в Украине. Ну, то есть не он сам, а то, что он может передавать в Москву, в том числе учитывая войну в Украине. Действительно, в Вашингтоне есть такое представление, что через Александра Лукашенко можно передавать какие-то сведения, какую-то информацию, какие-то предложения, которые иначе в Кремле не услышат. И при этом мы понимаем, что для этого Александру Лукашенко нужно быть близким, в том числе и с так называемой осью зла, скажем так, с тем же Владимиром Путиным и с другими лидерами, в том числе и иранскими, вполне возможно, и северокорейскими в том числе. Но при этом Вашингтон отправляет сигнал: пожалуйста, при этом будьте осторожны, не забывайте, что может произойти практически с любым лидером любой страны, ну, особенно если мы берем в пример Венесуэлу, Николаса Мадуро, который находится сейчас в тюрьме в Нью-Йорке. Да рэчы, акурат зараз у гэтыя дні пачаўся суд над Николасом Мадуро ў Нью-Йорку, і, напэўна, гэта інфармацыя таксама падточвае Александра Лукашенко дзесьці. Разам з тым, Меланія Трамп злавіла Лукашенко на хлусні і зрабіла гэта публічна. Александра, як вы лічыце, навошта ввогуле першая ледзі ЗША рэагуе на словы нейкага там кіраўніка, хай сабе далёкай Беларусі, і ўвогуле нешта каментуе? Ну, она скорее реагирует на то, что касается ее. Любое упоминание Мелании Трамп, любое упоминание первой леди США, вот здесь, конечно же, ее пресс-служба реагирует сразу. И это и не имеет значения, кто об этом говорит, неважно. Если об этом говорит человек, ну, по крайней мере, который упоминается в том числе в каких-то твитах, ну, точнее, в сообщениях в Truth Social, социальной сети Дональда Трампа, самим Дональдом Трампом, президентом США, ну, а мы помним все эти сообщения, ну, и тоже кадры, которые вы только что показывали, кадры, которые были с Александром Лукашенко, как он торжественно подписывает письмо, соглашаясь присутствовать на Совете мира Дональда Трампа и вступить в этот Совет мира Трампа. Конечно, Мелания Трамп на это реагирует. Она реагирует на вещи, которые связаны с ее персоной. Здесь не имеет значения, кто это, Лукашенко или не Лукашенко. Это ее персона, это касается ее личной деятельности. И, конечно же, учитывая, что Мелания Трамп все-таки выступает, если она политически как-то появляется, она появляется только по гуманитарным вопросам. Вот вы сейчас показываете кадры, это Генассамблея ООН, она председательствовала от США на Генассамблее ООН, и позади нее сидит посол США в Генассамблее ООН, бывший сотрудник администрации Дональда Трампа. И, собственно, Мелания Трамп присутствует всегда на политической арене только с гуманитарными вопросами. И уж она точно не позволит, чтобы как-то умалялись, так скажем, ее заслуги в каких бы то ни было гуманитарных темах. Вось менавіта гэты выпадак, калі Меланія узгадвае Лукашэнку і, спасылаючыся на ягоныя словы, зняпраўджвае іх, фактычна прызнае ў тым, што Лукашенко схлусіў, так? Ці гэта інфармацыя можа нейкім чынам паўплываць на самога Дональда Трампа, разлаваць яго і фактычна скруціць гэтыя далейшыя перамовы з Лукашэнкам? Ну, в любом случае, конечно, это плюсом не является, безусловно, для каких-то взаимоотношений, каких-то контактов между Минском и Вашингтоном. Хотя эти контакты усиливаются, как мы видим сейчас, но мы понимаем, нужно тоже понимать, что действительно в Белом доме есть вот это четкое представление о том, что можно воздействовать через Александра Лукашенко, ну вот на ту самую ось зла. Ну, мы вот всегда думаем про Владимира Путина в первую очередь, ну вот посмотрите встречу с Ким Чен Ыном. То есть вот через него можно воздействовать. Есть прекрасная возможность, с одной стороны, как будто бы одной рукой снимать санкции с Беларусь-Калия, но при этом без Европы это снятие санкций не так работает. Ну каким образом, как доставлять? Через Россию и Аляску разве что. Но тем не менее калий США покупают у Канады, и уж американские фермеры и канадские фермеры связаны годами сотрудничества. И точно американские и канадские фермеры не будут в угоду каким-то политическим интересам брать и внезапно начинать все покупать у Беларуси. Поэтому, соответственно, мы понимаем, что это только первый шаг для того, чтобы добиться дальнейшего снятия санкций. Необходимо, чтобы США договаривались уже, в свою очередь, с Европой. То есть сейчас это для США такой удачный момент. И, конечно, любая вот эта соломинка, любой дополнительный негатив какой-то, может сказаться и на дальнейших переговорах.
Падчас візіту Лукашэнкі ў паўночную Карэю, у тым ліку ягоная прэс-служба спасылалася на тое, што лідары абедзвюх краінаў абмяркоўвалі стасункі з амерыканскім бокам. Александр, на ваш погляд, ці мог Вашынгтон нейкім чынам праз Александра Лукашэнку, ведаючы пра ягоны візіт у паўночную Карэю, у Пхеньян, перадаць нейкую інфармацыю, данесці нейкую інфармацыю? І калі так, то што? Именно так, вот именно это и кажется. С одной стороны, может показаться, вот Александр Лукашенко, он всячески показывает, что он и в США буквально уже одной ногой летит, уже просто вот он собрался и уже прям вылетает в США. Потом, правда, выясняется, что, ну, наверное, как-то это не совсем так, но тем не менее вот такие заявления делаются. И вот он в Северную Корею летит, и со всеми он общается, и прочее, прочее, прочее. Но все-таки, мне кажется, важно понимать, что, безусловно, сейчас все вопросы снятия санкций – это только первый этап, это только начальный первый этап. Без снятия санкций Евросоюзом невозможно говорить о том, что ситуация кардинальным образом меняется. Поэтому сейчас это не то, что Александр Лукашенко освободился от санкций и как бабочка полетел по всему миру и готов просто встречаться с кем угодно. Нет, все-таки кажется, что вот это отсутствие контактов США с Северной Кореей сейчас, полное отсутствие. Давайте вспомним первую администрацию Дональда Трампа. Переписки, чуть не, как это назвали в США, любовные письма между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом. Сейчас ничего подобного нет. А при этом Азиатско-Тихоокеанский регион – это тема очень важная для Дональда Трампа. Особенно учитывая то, что Китай готовится к 27 году, там столетие китайской армии, и там заседание Компартии. Там много всего интересного. Так что контроль нужно держать. И вот этот контроль может, ну, точнее, информация действительно может передаваться в том числе и через Александра Лукашенко. Наколькі блізка, на ваш погляд, могуць зайсці стасункі паміж Вашынгтонам і Менскам з цягам гэтага года? Ну, конечно, с Дональдом Трампом делать, как что-то загадывать, это только мы с вами должны взять таро, я не знаю, кофейную гущу. Это гиблое дело что-то загадывать с Дональдом Трампом. Но, тем не менее, конечно, Дональд Трамп хотел бы в первую очередь, чтобы Александр Лукашенко сыграл важную роль в окончании, в договоренностях, в окончании войны в Европе. Ну, хотя бы прекращение огня, если не заключение мирного договора. Мы видим, как Кремль совершенно не собирается ничего заканчивать, как Кремль постоянно все обещает и кормит завтраками американскую сторону. Но вот в Белом доме, еще раз возвращаясь, тут это именно мнение Белого дома. Это важно подчеркнуть, что можно воздействовать через Минск, соответственно, на Москву. Дональд Трамп, конечно, вероятно, будет усиливать взаимоотношения, но все-таки только после промежуточных выборов, потому что, судя по всему, Дональд Трамп не верит в возможность заключения мира, возможность окончания военных действий в Европе до промежуточных выборов в США, до 3 ноября. Но поэтому вот где-то во второй половине осени, вот тогда уже можно будет говорить, может быть, про какие-то более близкие отношения, какие-то действительно встречи или встречи на полях, может быть, каких-то даже мероприятий Дональда Трампа и Лукашенко.